В селе Харинцы Алекминского района жители начали восстановительные работы. Там же так начинает работать комиссия, созданная для оценки ущерба, понесенного жителями. Со всей стороны служба канала Якутия-24 благодарит жителей, которые, несмотря на сложную обстановку, отсняли ряд видеоматериалов, который использован при подготовке данного сюжета. На сегодняшний день вода ушла, правда, навалы льда остались, но это не беда, говорят сельчане. Самые тяжелые дни пришлись на 11 и 12 мая, когда вода зашла за дамбу. К сожалению, 12-го днем у нас сразу было заметно, что появился затор, но нас успокоили тем, что 3 часа будет облет вертолета, но облета, к сожалению, не было. И не было и взрывных работ, и ночь с 12 на 30 очень быстро пришла большая вода и затопила 38 жилых домов. Затор устранен силами МЧС, после чего ледоход пошел по положенному пути, а вода схлынула с улиц. 15 мая в село вертолетом доставлена гуманитарная помощь. Бортом полярных авиалиний, которые прибыли в наш район по линии МЧС, были доставлены дополнительно генераторы, пушки для того, чтобы они могли осушить свои дома. Также наш народный депутат Алексей Засимович тоже дополнительную гуманитарную помощь им отвез. Пенсия была доставлена, так как сейчас у нас период распутицы, сообщения нету. Ну и тоже повторюсь, глава там опытный, мы тоже со всеми главами на связи, и они нам тоже сообщают то, что им необходимо. Здесь остро необходимы насосы, помпы, чтобы выкачать воду и осушить дома. Сельчанам не привыкать к тяжелому труду, но они задаются вопросом, на который ответа пока нет. Надеемся и ждем, что к нам приедут представители администрации районной и представители МЧС республики и ответят жителям, почему возникла такая большая угроза жизни людей. Еще раз говорим, что мы спасли скот, лошадей и вещи, но тем не менее все 38 жилых домов были подтоплены водой, и вышло большой ущерб вышел у жителей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.